Как вас зовут? Познакомимся. Сколько вам лет? Где вы учитесь? Меня зовут Улара, мне 19 лет. Учусь в университете БГУ На кого? на международника. Булар, вы сказали. Нет, Улара. Улара. Да. Улара. Очень приятно, очень красивое имя. Это кыргызское имя. Да. Что оно означает? А, означает имя, получается, птицы, что ли? Улар. Да. Хорошо, очень интересно. Почему я задаю этот вопрос, кыргызское имя или нет, кыргызского или на самом деле нет, потому что тема нашей сегодняшней викторины – это кыргызский язык. Насколько хорошо вы владеете кыргызским языком? Да, отлично. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Ооба, албетте. Кыргыз тилин сүйөсүзбү? Албетте. Эң сонун. Первый вопрос. За правильный ответ вы получите 50 сомов. Сколько букв в кыргызском алфавите? Давайте без вариантов ответа. 36. Варианты. А. 33. Б. 36. В. 35. Г. 32. 36. Уверенно прям. Да. Не 32. Нет. Не 35. Нет. Не 33. 36, я уверена. Отлично. Я принимаю ваш ответ. Конечно, в кыргызском алфавите 36 букв, 50 сомов ваши, у вас в кармане, но следующие 100 сомов вы не получите, если вы неправильно ответите на вопрос, они у вас могут сгореть. Несгораемая сумма 200 сомов, не забываем. Автор книги Кутбилим. А. Махмуд Кашгари. Б. Жусуп Баласагын. В. Аль-Фараби. Г. Молот Нияз. Слышали вообще о книге Кутбилим? Да. Жусуп Баласагын, скорее всего. Считаете Жусуп Баласагын? Да. Сразу же прям так уверенно ответили. Да, потому что мы читали. У меня как? Я думаю, то, что это Жусуп Баласагын, скорее всего. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Хорошо? Принимаю ваш ответ. Автор книги Кутбилим. Конечно, это Жусуп Баласагын. 100 сомов у вас в кармане. За третий вопрос, за правильный ответ этого вопроса вы получите 200 сомов. Газеты любим, читаем? Раньше я читала, но сейчас уже нет. Какие газеты читали? Ну, Суперинфо читала. Вот. Рекламируем прям Суперинфо у нас в рамках медиапортала. Как называется первая газета на кыргызском языке? А. Кызыл туу. Б. Суперинфо. В. Эркинто. Г. Вечерний Бишкек. Эркинто, скорее всего. Вот. Думаю, это Эркинто. Вы интуитивно отвечаете или все-таки в голове вся история перекручивается? Просто я, адабиат хорошо читала и, возможно, интуитивно больше. Отлично, я принимаю ваш ответ. Хорошо. Отлично. Первая газета на кыргызском языке. Это не Суперинфо. Конечно, Эркинто. Я вас поздравляю, 200 сомов. Прям сразу же, даже не думаем, прям уверенно отвечаем и правильно, прям утверждаем, что литературу хорошо знаем. Мне кажется, это отлично. Все равно в любом случае вы правильно отвечаете. И вообще, вы знакомы с кыргызскими фразеологизмами? Да, знакома. Вам говорили «борум излип что?» Да. Говорили, да? Да. Говорили, что вы гукпет? Да, говорили. Часто так говорят? А нет, не часто. Хорошо. Что означает фразеологизм гукпет? Следующий вопрос. Давайте без вариантов ответа. Как это объяснить? Это человек, когда не дает свое, когда он всегда, как объяснить? Я понимаю это слово, но я не знаю, я не знаю, как это объяснить. Хорошо. Давайте варианты послушаем. Да, давайте. Что означает фразеологизм гукпет? А. Синелицый. Б. Веселый. В. Жадный. Г. Упрямый. Упрямый. Скорее всего, да. А вдруг это синелицый? Нет.
Я думаю, это упрямый. Вот. Точно? Да, точно. Принимаю ваш ответ? Да, 100%. да, 100%. Хорошо, уверена, прям 100%. Конечно, я принимаю ваш ответ. Гукпет, фразеологизм, означает упрямый. Конечно, 300 сомов у вас в кармане. Вы обязаны правильно ответить на следующий вопрос, потому что это последний финальный вопрос, за который вы получите 500 сомов. Не забываем, что у вас имеется подсказочка 50 на 50. Повезло. 5-й вопрос. В каком году кыргызский алфавит перешел с латиницы на кириллицу? Адабиат, литературу хорошо знаем. Я думаю, вы должны ответить правильно. А. В 1939 году. Б. В 1930 году. В. В 1941 году. Г. В 1952 году. Я могу ошибиться сейчас. Я могу взять подсказку сейчас? Ну, вы предполагаете, предположите хотя бы, какой дате вы близки. Примерно 20... Какого сказали вариант? 20-го там не было. 39-й, 30-й, 41-й, 52-й. 39-й, скорее всего, я думаю. Хорошо. Это Подсказку был- будем брать? Да, скорее всего, будет. 50 на 50 воспользуемся, да? В каком году кыргызский алфавит перешел с латиницы на кириллицу? Остаются два варианта ответа. В. В 1941 году, Г. В 1952 году. Ой, сложно ответить. В этой жизни не все так просто. Да, возможно, это после войны. Я могу ошибиться. Сейчас. Это последний вопрос, да? Если Это я последний отвечу вопрос, правильно, вы то должны, да. 100%. Да. Хорошо. Не забываем, что это финальный, сложный вопрос. Вы обязаны правильно ответить. Думаем. 52-й год, скорее всего. Сейчас. Блин, нам учительница говорила этого. Сейчас из головы вылетело. Наверное, 41-й год, я думаю. Хорошо. Какой год? 41-й. 41-й? Я принимаю ваш ответ? Да. Уже уверена, да? Вы вспомнили, да, что сказала учительница? Нет, не совсем. Не совсем. Да, я не могу вспомнить. Но я думаю, то, что, скорее всего, это вот когда война началась, тогда и вот мы перешли, получается. Или это после войны. Я не знаю. Давайте, мало времени, выбираем. Ладно, давайте 41-й пусть будет. 41 год. Да. 100%. Да, 100%. Точно. Да, точно. Уверена. Уверена. Я принимаю ваш ответ. Да. 41 год, я принимаю ответ. Улара утверждает, что в 41 году алфавит перешел с латиницу на кириллицу. На самом деле это было в 41 году. Я вас поздравляю, вы становитесь нашим победителем. Улара. Спасибо большое, неожиданно. Интуиция не подвела, на все вопросы уверенно правильно отвечали, поэтому поздравляю вас. Но я решила, что я не дам вам эти 500 сомов. Конечно, заслуженно 500 сомов ваши, никого не обманываем, держите 500 сомов. На что потратите? Не знаю, сейчас я с подругой пойду покушаю. Пойдем покушаем, да? Там молодой человек очень хотел шаурму, наверное. Пойдем. Неожиданно было. Спасибо большое вам. Вот реально настроение мне подняли, вот как раз выходной день был. Вот, и вот, удачи вам, успехов, Это процветания. самое главное в нашей работе — поднять настроение. И, конечно, пожелать всем нашим гражданам, жителям столицы и жителям всего Кыргызстана, чтобы они поднимали уровень нашего родного кыргызского языка.